Человек, который поменял среду, возможно. Потому что у нас на сегодня, к сожалению, да, ну, город Якутск, конечно, хотелось бы видеть совершенно в другом ином качестве. Вот. Ну и через 100 лет я более чем уверена, что город будет совершенно другой. И качество жизни, о котором мы мечтаем сегодня, оно как раз будет реализовано в полной мере и даже более чем. Тенденции, они все связаны прежде всего с развитием технологий. Кто бы мог представить, например, 100 лет назад, каким может Якутск быть, кроме как наших ну, великих людей. В 1921 году здесь еще не было ни дорог, ни каких-то там каменных домов, кроме как ну, этих старых первых каменных домов. Да? Вот. И именно на рубеже 19-20 веков произошли такие же прямо супер изменения в мире, и в том числе и в Якутске. Вот. И, наверное, вот сейчас как раз век такой, когда все ломается. Мы живем в век, когда ну, просто не угнаться за технологиями. И все это будет расти в геометрической прогрессии. И наверняка через 100 лет Якутск будет совершенно другим городом. Город, в котором люди будут... Город, который будет соответствовать людям того времени. Люди будут другие, и, соответственно, и все, что мы строим, все, что мы создаем, все, что мы, как мы обустраиваем среду вокруг себя, естественно, оно будет другое. Наверное, это будут ну, очень... Если просто ракурс делать на другие города, как они развивались, это же все, там металл появился, появились небоскребы, там бетон появился, появились грандиозные сооружения. А что появится через 100 лет? Вот сегодня мы там мечтаем о 3D-принтерах, дома, наверное, будут печататься, ну как... Единственное, что у нас, в отличие от других мировых каких-то мегаполисов, все равно мы связаны же с климатом. Вот как нам бережно относиться к тому, чтобы сохранить мерзлоту. При этом мы, как люди, которые очень-очень, наверное, ну, одни из немногих в мире, кто ценит больше, ну, хотя это везде же сейчас люди ценят природу, да? Тяга к природе, тяга к тому, чтобы сохранить вокруг себя естественный ландшафт, оно все равно сохранится. Я вот в этом точно уверена. Вот, и, наверное, будет, например, если представить город, даже если он будет весь, не знаю, обтекаемый, весь такой технологичный, весь качественный, все равно мы живем в таких условиях, когда природа будет иметь, наверное, даже первостепенную важность. Потому что чем больше развиваются технологии, тем больше ценит человек натуральное, природное. И как раз на сочетании вот, ну, всего, что нас окружает, природного ландшафта и технологий, и будет ну, какой-то такой, наверное, город. Да, естественно, там будет побольше людей. Если представить, что это будут... У нас все-таки, в отличие от... Это же расселение. То есть вообще схема расселения, так называемая, да, как люди селятся на разных территориях, она зависит именно от глобальных масштабов. То есть, например, если говорить об очень плотных там, европейских странах, средней полосе России, то, конечно, у нас не будет такой плотности, но, скорее всего, все будет тяготеть все равно в Якутск, и наши районные центры, города, они тоже будут такими точками роста. И сложно сказать, что у нас появится больше там городов, чем сегодня, но просто эти города будут, ну, я думаю, другими. Больше, плотнее, интереснее. Я более чем уверена, что сохранится,
Просто, опять же, визуальное восприятие вот этих объектов, ну, поселения, оно будет совершенно другое. Даже сегодня мы планируем, например, арктические поселения, вот так, как на сегодня видим, да, там все равно крытые пространства, создание для людей каких-то условий, чтобы они меньше испытывали дискомфорт от холода. Конечно, если у нас появятся, ну, возможности другие, в том числе технологические, это можно будет сделать, ну, практически как небольшие поселения, может быть, они могут быть автономными. Вот как раньше мечтали города под куполом, это может как раз быть, наверное, мы же все-таки и до сих пор об этом тоже мечтаем, что хорошо было бы на севере, там, не знаю, построить купол и людям спокойно дать возможность там, ну, развиваться. Но вот на сегодня я замечаю, например, что люди не хотят буквально жить под куполом. Поэтому купол – это условная вещь, но то, к чему стремится человек. То есть защитить себя от негативного воздействия, от жары, от холода. Если смотреть, например, южные города, там, в Дубаях, там, не знаю, в Арабских Эмиратах, они же тоже все закрываются куполами, как бы условно, да. Но эти купола не один прям купол большой, а, наверное, будут какие-то такие образования, связанные между собой, возможно, тоже какими-то переходами. При этом люди будут иметь возможность всегда выйти в обычный, как бы, в обычном формате на улицу и видеть те же леса наши, те же реки, ту же природу, ту же тундру, потому что без этого ну никак. Особенно, мне кажется, вот для нас, для якутов, для нашей республики, для народности, которые проживают на территории Якутии, это особенно важно. Сохранить именно традиционный уклад жизни. Все равно останется, вот сколько мы, ну, тысячелетиями это все идет, например, оленеводы были, есть и будут, рыболовство было, есть и будет. И все, что касается как раз натуральности, это оно только будет развиваться благодаря технологиям. И я не могу представить, чтобы, например, там вообще не будет поселений на северах. Конечно, они будут. Просто они будут уже другие, современные. Сколько имеет историю человечества, да, столько и есть общественное пространство. Если мы вспомним историю, всегда были эти места, где, не знаю, там, амфитеатр в Колизее, когда приходили на зрелища, на какие-то культурные, ну, какие-то мероприятия, да, это всегда было, есть и будет, просто с изменением как бы времени, когда появляются, как мы говорим, вот эти ограничения, то есть, например, тот же ковид, да, характер этих массовых как бы территорий, где большое количество людей, оно просто меняется. И сегодня тренд на трансформируемость, то есть если позволяет, как бы есть возможность собрать большое количество людей, это всегда тяга людей к общению всегда была, есть и будет, но при этом, если есть как бы ограничение, что нельзя собираться большим количеством, то эти пространства должны быть, ну как, вот сегодня мы можем собрать 10 тысяч человек, а завтра мы можем там собраться человек по 30 в разных точках города. И вот как раз, я думаю, по трансформации, скорее всего, появятся какие-то технологии, когда даже само здание можно взять и протрансформировать. Или пространство. Мы даже сегодня, вот разные урбанистические небольшие проекты у нас, да, по городской среде. Что такое площадь, например? Что такое Таймс-сквер? Там огромное количество человек, но при этом есть большое количество там каких-то малого среднего бизнеса. Они могут там раз разбить свою кафешку, собрать свое сообщество. И даже в Якутске, например, сейчас очень много малого бизнеса, которые у себя вокруг своих каких-то, ну, мест, где люди общаются, для городских сообществ создают такие маленькие общественные пространства. Но все равно при этом были, есть и будут точки совместного как бы притяжения. Площади городские, парки городские. И просто они, возможно, будут, вот все-таки, если представить, ну, вообще же можно представить, наверное, через 100 лет все возможно. Идет дождь, раз кнопочку нажал, у тебя сразу раз купол закрылся. Дождь прошел, ты его взял и открыл. Вот. Можно большой, можно маленький. То есть если представить, что технологии действительно дадут возможность организовывать среду, пространство так, как удобно людям, то это может быть все, что угодно. И форма, она может быть очень разнообразна.
в нашем веке сейчас, например, такие там мировые архитекторы, как Заха Хадид, Норман Фостер, они же сегодня уже делают архитектуру будущего. Вот. Ну, если это сегодня возможно, то через 100 лет это будет еще более возможно. И еще более... У человека никогда не ограничивается фантазия, идеи, креатив, творчество. То есть появятся люди, которые будут мыслить по-другому. Естественно, трудно представить визуально, как будут города выглядеть, но то, что сегодня проектируют архитекторы, оно будет реализовываться однозначно. Если мы сейчас даже, приезжая в другие города, видим, насколько глобальная архитектура, например, Катар, что там сейчас строится, это же просто уму непостижимо, по нашему пониманию, да? Но это уже сегодня возможно в 21 веке. А в 22 веке, соответственно, то, что в Катаре, возможно, здесь в Якутии просто, знаете, как вот, как вчерашний уже будем смотреть. А возможно, глядя на то, что сегодня происходит здесь в Якутске, у нас в Якутии, глядя на тех молодых ребят, которые просто рвут все мировые там какие-то тренды на инновации, на технологии, можно представить, что мы будем круче, чем они. И наши ребята будут, наши якутские ребята, архитекторы, планировать какие-то города, пространства, на которых будет смотреть весь мир и говорить, ничего себе, вот там в 22 веке Якутск был таким, а в 23 веке мы будем такими. Хотелось бы в это верить, но и даже не то, чтобы хотелось бы, я думаю, что это реально возможно. Сегодня ставка вот на IT, мы же сейчас Якутск уже позиционируем как IT-столицу России. Вот. И это даст, во-первых, сегодня мы даем большие возможности молодежи, а молодежь, самое главное, внутри она все равно, вот у нас есть такая фраза «якутскость», в нас оно сидит. Мы же вот глядим на наших Арсена Томского, на братьев Ушницких, несмотря на то, что они уже зарабатывают столько, сколько там другие олигархи где-то там в мире, они все равно же возвращаются. Если не физически, то возвращаются через какие-то проекты. То, что они делают сегодня, это как раз отражает нашу ментальность. И люди, получая совершенно другой уровень образования, получая совершенно другие технологии, они все равно будут больше обращаться именно к истокам, к тому, откуда мы выросли, кто мы такие, кто наши предки. И благодаря этому Якутия будет совершенно другой.